Татарстан постепенно вспоминает, каково это гулять на праздниках офлайн. После пандемии жители районов соскучились по традиционным народным гуляниям. Сабантуй в Сармановском районе без преувеличения ждали все. Этот праздник традиционно собирает на одной площадке жителей сельских поселений. Для тружеников села это главный праздник в году, где они встречаются с родными и друзьями, весело проводят время, участвуют в конкурсах. Несмотря на то, что погода в начале мероприятия не благоволила, людей на Майдане собралось много. Официальную часть праздника открыл глава Сармановского района Фарид Хуснуллин. Уважаемые земляки, гости нашего праздника, сердечно приветствую вас на праздничном Майдане и поздравляю с самым любимым и красочным праздником Сабантуем. Это торжество, в котором отражается вековая мудрость нашего народа, его трудолюбие, щедрость и гостеприимство. Этот национальный праздник собрал огромное количество почетных гостей на Майдане Даула-Балын. И это неудивительно. Именно здесь, на Сармановской земле, этот праздник проходит с особым размахом, и без преувеличения считается, что администрация традиционно организует один из лучших сабантуев в Татарстане. Президент Татарстана Рустем Минниханов через Зявдата Салихова, начальника управления судебного департамента в РТ, направил послание жителям Сармановского района, где поздравил всех пришедших с праздником и дал напутствие сельхозпроизводителям. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, Майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Сегодня в нашем сложном, постоянно меняющемся мире по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла, родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний. К слову, сельское хозяйство в Сармановском районе развито очень хорошо. В районе возделывается яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, горох, гречиха, сахарная свекла. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет почти 109 тысяч гектаров, в том числе пашня – 96 тысяч гектаров. Свои награды получили руководители ведущих хозяйств района – Сарман, Джалиль, Нуркеева, объединенные в ЗАО «Агросила Групп» и Сокловбашское подразделение агрофирмы «Туганьяк». Праздник плуга – это возможность отдать дань всем труженикам села, ведь они круглый год возделывают земли и своим трудом доказывают преданность и любовь к своей родине. Важно в этот день отметить каждое предприятие, одарить их своим вниманием. Национальный праздник, как всегда, в хорошем настроении проходит. Весь народ ждал Сабантуй, потому что в прошлом году не было. Национальный праздник Сабантуй, конечно, тесно связан с трудом земледельцев и отмечается поэтому по завершении пахоты. Но, тем не менее, собирает он на своей площади представителей всех профессий. Вот, к примеру, Сармановская центральная районная больница тоже подготовила свой стенд. Это передовое лечебное учреждение, которое в прошлом году по Татарстану заняло 9-е место среди всех сельских больниц. Да, мы обслуживаем территорию всего Сармановского района. Это где-то порядка 36 тысяч человек. Оказываем многопрофильную помощь. Это и хирургия, терапия, акушерство, гинекология. Есть в своем составе, имеем роддом. Поэтому где-то порядка 100 детишек в год мы рожаем. Предыдущий год прошел, мы считаем, что хорошо. На подведении итогов мы среди 46 районов республики заняли 9-е место. Это хороший показатель, я считаю, для сельского района. Но нет предела совершенству, будем улучшаться. Мы работаем над этим. Сабантуй – это, конечно, праздник тружеников села, тружеников полей, но это все-таки национальный праздник татар, да и многонациональный вообще, да, праздник, поэтому он объединяет много национальностей, много конфессий. Поэтому это, во-первых, встреча родственников, общение людей, ну и приятное времяпрепровождение. Ни один Сабантуй не обходится без песен, танцев, конкурсов и игр. Среди них конные скачки, бег с коромыслами, бег в мешках, разбивание кувшина, борьба с мешками, кривой шест, лазание на шест и национальная борьба кюреш. Участников в этих состязаниях ждали не только радость и веселье, но и различные призы. В играх могут принять участие не только взрослые, но и дети. Победитель в конкурсе лазания на шест традиционно получил в подарок петуха, а самый сильный батыр – барана. В этом году сильнейшим стал Алмаз Минихузин. Без борьбы нет жизни, так сказать. Надо постоянно бороться. Мне нравится все, что здесь происходит. Это пот, эмоции. То
То есть адреналин, который бурлит в крови, все остальное. Это невозможно описать словами, вот, так сказать. Скорее всего, из-за того, что я, наверное, у меня ноги быстрее, может, из-за этого взял, да я не знаю. Но все соперники, которые боролись, они все были, так сказать, достойны вот этого места. Сам первый раз вот в этом году занимаю вот это почетное место, как бы пока еще не отошел, и поэтому... Каковы эмоции? Эмоции неописуемые. Как бы, может, даже снаружи не видно, но здесь все бурлит. Главное богатство Сармановского района – это люди. Каждое сельское поселение – это отдельный мир со своими традициями и обычаями. Сабантуй объединяет талантливых людей и дает возможность выразить себя в песнях и танцах. Коллектив Мартыш-Тамакского сельского дома культуры с огромным удовольствием встречает всех гостей праздника. Несмотря на то, что все участники коллектива в возрасте, они продолжают выезжать в соседние районы, участвуют в конкурсах. Самой старшей участнице коллектива вот уже 70 лет. Сами, своими силами, женщины шьют себе яркие костюмы и заражают зрителей своей бодростью и задором. Кто хоть раз бывал на Сабантуе, тот понимает магию и волшебство этого праздника. Даже блюда, приготовленные здесь, доставляют особое гастрономическое удовольствие. Почему-то только тут получается самый вкусный плов и шашлык, мимо которого пройти просто невозможно. Ну, я думаю, после коронавирусной пандемии сейчас совершенно больше народу, чем было 2 года тому назад. Но я сам лично уже, наверное, лет 10. То есть с детства, с отцом всегда, везде, на всех праздниках. Всегда помогал. И вот это вот, как сказать, по генам, наверное, мне перешло. В полдень даже солнце не устояло и все-таки озарило Сармановский Сабантуй светом и подарило людям тепло. Выступления творческих коллективов, яркие костюмы погрузили зрителей в атмосферу сказки и придали празднику радостное настроение. На Майдане было шумно, весело и интересно. Победителям и призерам были вручены ценные памятные подарки. Сабантуй – это наш традиционный праздник, который мы ждем целый год. В связи с коронавирусом в прошлом году у нас не было Сабантуя. Мы очень соскучились. Вот 2 месяца Сармана дождя не было. Как назло, сегодня дождик с утра. Все поколения постарше, они радуются, что дождик. Но нам бы это поколение еще такое среднее. Сабантуй, погулять охота. Сарманы, мне кажется, один из самых лучших праздников организуют в Татарстане. Очень все хорошо организовано. То есть приходим уж посмотреть на борьбу. На открытие Сабантуй, к сожалению, не попали, потому что был дождь, но каждый год стараемся прийти на открытие, посмотреть на разные конкурсы, соревнования и поразвлечь детей. В наше непростое время крайне важно сохранить традицию Сабантуя. Это поистине праздник объединения. Объединение всех народов, всех жителей и семей, всех поколений. Это праздник с большими историческими корнями, но одновременно вечно молодой.